Гуру Арзанбан. Да. Пол его сторонников объявили иноагентами. Практически, да. Как и самого не обвинили. Да, его самого никто не объявлял. Ни одного слова, ни одного выступления от Гуру Арзанба в защиту своих избирателей и так далее. Было, да? Ни одного. Я все время думал, он казался, я реально верил в его патриотизм. Вот честно скажу, я верил в его патриотизм. Я ни в того, ни в того. Он даже, вот, знаешь, на меня повлиял. Что я думаю, да, он такой дерзкий, патриотичный, абхазец и все такое. Ага. Но это тоже оказалось. Я когда увидела его с пакетом Виктория Секрет, я там поняла, все, это не тот. Это тоже такой немаловажный вопрос, и это интересно, почему сегодня Адгур Арзанбан молчит, когда, так скажем, его людей, кто за него был, кто был в его команде, сегодня обвиняют в иноагентстве, либо вывозят, допрашивают, а он молчит, он же вроде бы возглавляет весь этот процесс. У них договор между Кумбой и ним есть договор, что если он будет молчать тряпочку, да, ему тоже что-то перепадет. Помните? Какая-то должность. Да. Вот за этой должностью, вымаливать эту должность, он поехал в Москву, потому что Бадра Кумба сам-то не имеет права кого-то назначать. Сначала же надо уговариваться с хозяином, договориться. Вот с хозяином он пришел, и он там начал договариваться. Кстати, не только он получит пост, получит еще и Роберт Ашба, и еще третий Барциц. Они все по должности получат, чтобы вообще, он, знаешь, как сделать, просто взяли и убили оппозицию. Оппозиции не существующей. Помните, мы подкаст записывали, тут сидели неделю назад, и когда был разговор о том, что оппозиция объединяется, там что-то, я сразу сказала, что это не серьезно, это просто иллюзия. Чтобы создать иллюзию людям, что там какая-то оппозиция существует. Но на самом деле они будут на своей должности, они займут, но не надолго, потому что их уберут, потому что это российская, не знаешь, как это в их стиле. Это идет с это они России, сейчас актуальны. Через полгода Арзанбан, Барциц, они не актуальны будут. Да. Их можно свободно потом списывать. Да, они их уберут сразу потом, несколько месяцев их уберут. И еще есть такое, что, смотрите, изначально, когда была вот эта пропаганда и вот предвыборная кампания, что всех там угрожали Кана Кварчи, этого бедного вообще чуть не убили, а этого второго убили. Что сразу про него, что все, мы будем отнять гражданство России, потом этого Мика отняли, там иноагентам объявили. Никогда речи не шел, это был единственный раз, по-моему, один раз разговор, и то эти были телеграм-каналы, и официально не было, чтобы отнять гражданство России от Гура Арзанба. Ни разу разговор такой, даже... Единственное, только его водительского удостоверения в России лишили. На уровне вот угрозы даже не было такого, что официального не было. А их сразу, одного... Да, оказывается, самый опасный диссидент в Абхазии, оказывается, две женщины были. Вот самые опасные диссидентки просто. Вот от них зависела вся безопасность Абхазии. Представляешь, на их шее проходила, оказывается. Да. Кстати, Изида Чани хорошо получила. Она же хотела лагерь открыть, грузинов отправить, чтобы они учили абхазский язык, грузинское население. Там, туда-сюда. Сейчас Изида думает, куда тебе бежать и какой язык учить.